того ни сего. Был 37, сейчас 48. Куда это годится? Расходы на бензин увеличились, и теперь, значит, где-то минимизируем, на чем-то экономим, на чем-то... Ну, урезать приходится бюджет по-любому, как бы очень сильно подорожал бензин. Сейчас невозможно, вот бензин 500 сом зальешь, и на 2-3 дня хватает. И то только на работу и домой. А сейчас скоро начнется школа, садики, и вообще не пойму, как будем справляться. Зарплата, вы сами знаете, госслужащих. Повышение стоимости ГСМ очень на много повлияло у меня в жизни, например, потому что машина объемная. Если раньше я, например, за 500 сомов, скажем так, нормально проезжал, сейчас уже нет возможности, тем более заливать 95-й. И уже думаю о том, что заливать уже 92-й. Но опять же, это для машины вредно. Поэтому это очень плохо для меня лично. Что в таком случае будете делать, если все-таки прогнозы сбудутся? Продавать машину, покупать малолитражку. Только так, больше никак. То есть выход такой видите, да? А другого больше нету. Либо переходить на гибрид. Но это опять же дороже выйдет, но выхода нету. На транспорте общественном будем ездить, на троллейбусе. Хотелось бы, конечно, чтобы и троллейбусы развились, и меньше газов выбросов было. Но для себя, может быть, даже на велосипед могу пересесть, чтобы для здоровья было лучше. У нас общественный транспорт не развит совершенно. Маршрутки беспредельно воняют сильно. Вот. Ну, не ухоженные. Там толпа постоянно. Вот. Дышать нечем, окна нету, не проветриваются. Автобусы маленькие, ходят нерегулярно. Если бы общественный транспорт наладился бы, да? Если бы он ходил, как вот в цивилизованных городах, да, конечно, можно без машины. Вот там даже порой проще без машины. А у нас нет.